Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 5 апреля 2021 года, 21:00 по Берлину, соответственно, 22 по Джохару. Так, я вас рад всех приветствовать. Так, Файтер Израиль, салам. Лунный свет, ва алейкум ассалам. Всех приветствую. Ганс Шрёдер приветствую. Ва алейкум салам. Вечная память пророку Джохару Мусаевичу, говорит Алексей Николаев. Ну, он не пророк, конечно, но владел очень большим количеством информации, так как знал все стратегические планы России. И, к большому сожалению, к нему не прислушались. Салауди ва алейкум ассалам, Машуой. Так, Нохче Машуой, ва алейкум салам. Иванка Украинка, приветствую тебя. Нохче но, ассалам алейкум, тут находящимся. Ва алейкум салам. Нохче но, Роман Цирюльник. Приветствую, Ури. Всех вас, Иванка Украинка, приветствую. Аслан Керимов, ва алейкум ассалам. Так, сегодня у нас будет свободная тема, вы будете задавать вопросы, я буду отвечать. Но начать я бы хотел с новости, которая поступила из Бельгии. Сообщается, что Бельгия собирается депортировать в Россию чеченского беженца Ислама Албакова. Не знаю, как можно это объяснить, кроме как абсолютным пособничеством тому, что делает Россия. Всем известно, что в России людей пытают, убивают, но почему-то в России говорят только про Навального, там, Соболь и так далее. То, что происходит во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, предпочитают не замечать. Так же, как не замечают то, что происходит в Крыму с крымскими татарами. И в том числе российские правозащитники тоже не обращают на эти вещи внимания. Хотя есть, которые обращают, но недостаточно это внимание. Плюс средства массовой информации, почему-то, именно западные средства массовой информации, русскоязычные, они почему-то говорят все время про Навального. Да, Навальный политическая фигура, конечно, но права человека распространяются не только на политических фигур, они распространяются, как мы знаем, на всех. И вот, сегодня, 5 апреля 2021 года, сайт Кавказ Реалии сообщает: в Бельгии депортация в Россию грозит чеченскому беженцу Исламу Албакову. Находящимся под арестом в Бельгии 37-летнему чеченскому беженцу Исламу Албакову грозит депортация в Россию. По версии российской стороны, Албаков участвовал в террористической организации, его выдачу запрашивают через Интерпол. Близкие беженцы и представители чеченской диаспоры утверждают, что преследование и высылка Албакова незаконны, поскольку он не совершал ничего предосудительного. А в случае депортации его ждет физическая расправа. Абсолютно, стопроцентно это так. Как рассказал корреспонденту Кавказа Реалии, брат заключенного Имран, их семья 3 брата, 2 сестры и родители, покинули село Аршты, Ингушетии в 2005 году из-за постоянных рейдов силовиков, зачисток с грабежами и похищениями людей, включая отца и старшего брата Албакова. Семья просила убежище в Польше, затем во Франции. Последняя представила им статус беженца, но позднее лишила Имрана и его друга, брата Ислама, международной защиты. К тому времени оставшийся в России их старший брат Султан был объявлен боевиком. Албакова стали преследовать во Франции, но конкретных преступлений им
не инкриминировали. Указывая на нарушение оформления документа, им грозили высылкой, уточнил Имран Албаков. В 2017 году братья узнали, что Россия ищет их через Интерпол как причастных к террористической деятельности. Албакова арестовали в Бельгии в 2018 году по запросу России, когда тот приехал из Франции навестить жену и детей. Нас арестовали в 2018 году. Спустя 3 недели мы с братом предстали перед судом, где сумели опровергнуть ложь представителя Российской Федерации в наш адрес. Меня в обвинении назвали боевиком из Сирии, клеветали, что я сбежал из-под домашнего ареста в Сирию в 2015 году. Суд Леони оправдал нас по всем пунктам. Казалось бы, наши мытарства остались позади, но нет. Мой брат Ислам посетил свою семью в Бельгии. На следующий день после полного оправдания во Франции его арестовали в Бельгии, вспоминает Имран. Ислам Албаков находится под стражей с апреля 2018 года. Прокуратура обжаловала решение об отказе экстрадиции Албакова в Россию. Обвинение продолжает настаивать, что они опасны для Франции. Дело находится в Верховном суде Бельгии. Как сообщила корреспонденту Кавказа Реале представитель культурной ассоциации Ичкерия Роза Дунаева, в Брюсселе планируется митинг чеченской диаспоры против высылки земляков в Россию. На днях Кавказ Реале сообщили, что уроженец Чечни села Шалажи, Урус-Мартанский район Чечни, 32-летний Магомед Мамуев пропал без вести после того, как власти Германии депортировали его из страны. К моменту высылки он жил в Берлине с женой и 4 детьми уже 9 лет. В марте во Франции суд отменил депортацию представителей Ассамблеи чеченцев Европы в этой стране 36-летнего Магомеда Гадаева. Адвокат Арно Тулуз доказал суду, что возвращение на родину для Гадаева смертельно опасно. Что по этому поводу я бы хотел сказать? Всем прекрасно известно, что уже ни для кого не секрет, мы об этом уже много лет уже говорим, и для этого не нужно, я не знаю, иметь какие-то особые способности, чтобы понять, о чем говорят, что в Чечне массово убивают людей, массово задерживают, массово казнят людей. Один из таких случаев, благодаря смелости одного из сотрудников российских правоохранительных органов, стало достоянием гласности. Этот всем известный случай, когда одновременно были казнены 13 человек, где служил Сулейман Гизмахмаев в 2017 году. 16 государств, 17 государств европейских стран, западных стран, в том числе Соединенные Штаты и страны Европы, создали так называемый московский механизм по мониторингу за соблюдением прав человека в Чеченской Республике. Несмотря на это, с 2017 года уже она была создана, эта комиссия, с 2018 года она была создана, в 2019, 2020, 2021 году, и вот неделю назад, 10 дней назад был выдан Нурмагомед Мамуев. Люди выдаются, несмотря ни на что. Давно уже известно, что по запросу, в 2018 году было решение суда по запросу Конституционного суда Германии, Европейского суда, по решению Европейского суда, выдавать людей по требованию России через Интерпол незаконно. И если особенно это происходит, решение суда тогда было, что если это запрос идет из Чеченской Республики. Очень странное, конечно, понимание всего, что происходит. Чеченская Республика признается здесь на Западе частью России. Ну, с таким же успехом, конечно, можно было бы и ГДР признать частью России. Они на ГДР претендуют. Да, просто дело времени. Дойдет очередь и до ГДР, если им дать волю. В Чечне им дали волю. Они захватили, несмотря ни на что, и оккупировали нашу страну. Несмотря на это, выдают людей. Я знаю, почему выдают. Выдают людей, которые подозреваются в связях с исламистским
террористическим подпольем, там, исламским государством и так далее. И я вам скажу, как это происходит. Некоторые, вот когда была вот эта массовая пропаганда, нужно ведь учитывать всесторонне все детали, да, дела, когда перед вами он находится. И судья должен точно так же учить, в том числе то, что происходило не в момент совершения правонарушения, да, когда человек там где-то публично или в общении между собой поддержал исламское государство и сказал, что вот это он одобряет деятельность вот этих террористов и фашистов, которых, ну, в моем понимании, человек нормальной психикой, нормальный человек не может просто никак одобрить. Но есть пропаганда, которая очень сильно влияет на людей, которые, ну, очень поддаются внушению и плохо анализируют происходящее. Особенно, когда уже вот сейчас достаточно уже есть информации по этой террористической организации. Так вот, когда война началась в Сирии, то Запад поддерживал Сирию. Если мы помним, Украину тоже Запад поддерживал. Да? А сейчас Германия хочет достроить, несмотря ни на что, понимая, что следующий может быть ГДР, несмотря ни на что, вот большому бизнесу нужна этот газ российский. Вот они пытаются устроить. Хотя и Германия в том числе поддерживали Украину. Сказали бы, мы не поддержим вас, мы вас бросим на произвол судьбы, давайте договаривайтесь с Россией, живите как хотите. Может быть, украинцы как-нибудь пытались бы договариваться с Россией. Но нет, Запад поддерживал. То же самое происходило в Сирии. Запад поддерживал, пока их не начали убивать. Как только их начали убивать, голоса Запада прекратились. И остались люди, которые начали ну, с оружием в руках защищаться, потому что другого выбора у них не было. Режим Асада их уничтожил бы полностью, если бы они не стали защищаться. Начали защищаться. Потом появилось вот это исламское государство. И была такая пропаганда, что вот нужно поддержать там, что вот это святая земля Шама там и так далее, и так далее. И многие люди, которые находятся в этой матрице российской пропаганды, начали поддерживать. И вот происходит следующее. Ваш брат, может быть, погиб на войне или сражался, там, или находится на войне. Отец, дядя, кто угодно. Вы уже в списке неблагонадежных, в списке опасных для России. Россия таких людей выявляет. Вот, например, по Нурмагомеду Мамуеву, которого Германия выдала, могу сказать. И выявляет, составляет на них документы, и слава, ну, как говорится, на руку играя России, эти люди, которые не понимают, что с ними происходит, вот эта пропаганда, что их собираются пустить на так называемый результат, начинают там разные вещи поддерживать. Да? Произошла подмена понятий. Например, мы сражаемся с Россией, и нам говорят там, мы сражаемся с христианами. Ну где Россия, христиане? Это вообще никто даже не задумывается. Это абсолютно не христианская страна. Там христианства уже давным-давно нет как такового. Русская православная церковь — это отдел ФСБ. И такая идет подмена понятий. На нас напали христиане, говорят. Нет, на нас христиане, у нас живут грузины по соседству, которые нас приютили и там помогали нам. Там, например, американцы, которые живут вообще за океаном, очень много нам помогали. Та же радио Маршо на чеченском языке, оно делается, платится из кармана христиан. Запад принял 300 тысяч, Европа приняла 300 тысяч наших беженцев. И тут нет ни одной мусульманской страны, как известно. И мусульманские страны нас не поддержали, не приняли, не помогали нам. Ну, если только там простые люди пытались нам помочь. Имеется в виду на государственном уровне.
И вот происходит такая подмена понятий. Мы воюем не против России, а против христиан воюем. И молодые люди вот этой пропагандой начинают получать эту пропаганду и соглашаться. Ну, например, если вот сопоставить, я вот к чеченцам обращаюсь. Например, на нас напал Дагестан. Ну или, там, например, на нас напала Турция. Ну или еще какая-нибудь страна, которая мусульманская. Саудовская Аравия на нас напала, допустим. То тогда что, нам не нужно сопротивляться? Да, мы только против христиан воюем, а если приходит там Саудовская Аравия или Дагестан нас завоевывает, там отдельно, если Дагестан государство, допустим, то нам не нужно сопротивляться. Нет, мы воевали против интервентов, против оккупантов. И не имеет значения, какой национальности, какой веры, или абсолютно не имеют эти люди никакой веры. Вот эти вещи, подмена понятий, которая на протяжении 20 лет велась против нас, она должна учитываться в судах. Нельзя вот так огульно сказать, что вот этот человек террорист. Скажите, сколько террористических актов совершено чеченцами на территории Европейского Союза? Один-два. Это при том, при массовой пропаганде. Это при том, что европейские страны, которые нас приняли, ну, скажем так, могли бы делать больше для интеграции, сотрудничать с нами. Вот я, например, предлагал немецким властям, немецкой администрации, немецким правоохранительным органам, давайте мы вместе будем заниматься. Вы вот депортируете людей, а я считаю, что их не нужно депортировать, это незаконно депортировать. Но мы в ответ слышим только тишину. И нет такой вот понимания, что надо разобраться. Они считают, что вот они лучше разбираются. Нет, вы не разбираетесь лучше. Вы не знаете всех вот этих деталей и моментов. А любое решение суда должно быть справедливым, объективным, всесторонним и полным. И поэтому вот эти вещи очень важно понимать. Приведу еще один пример. Я как-то занимался делом Минкаила Мализаева. Если вы знаете этого блогера, который сейчас вроде перешел на сторону Кадырова и русских. Вот этот молодой человек в своем видеообращении, у него борода как положено, нельзя сказать, что он такой супер фанатично верующий мусульманин по образу его жизни, но при всем при этом у него атрибутика это мода, потому что лучшие из лучших, которые защищали нашу страну, они носили эту бороду. И вот эта риторика, иншаллах, там, машаллах, там, альхамдулилlah, ну, это исламские, мусульманские произношения, которые, ну, любой мусульманин, я могу говорить иншаллах иногда. И это, ну, как бы, есть этому замена на чеченском дал мула. Это значит слава Богу или там дай Бог. Вот против этого Минкаила Мализаева он сделал видео. На чеченском языке он говорит, давайте соберемся и создадим группы и дадим отпор этим кадыровцам, которые здесь в Европе. И вот происходит следующее. Его слова переводят, чеченцы, соответственно, переводят эти слова. И представляется так, ну, борода есть, исламская риторика есть, ну, этого достаточно. И тут он делает видео, чтобы собрать группу. И из него начинает лепить террориста. Задумайтесь. Для того, чтобы убивать этих кадыровцев здесь, в Европе. Хотя в его словах на чеченском языке этого нет. В чеченском языке есть слова двойного, тройного значения. Очень много таких слов. И перевод можно сделать так, чтобы было, ну, склон, чтобы вот, было похоже на применение насилия по отношению к этим кадыровцам. Хотя этого не было. Было похожее, что-то он говорит, но ни в коем случае он этого не говорил. Да даже если бы он говорил, он не собирался это делать. Да? И человек, он, в принципе, он безобидный.
И дело в городе, где он проживал, Людиншайде, там местная полиция возбуждает дело по факту. Ну, у них материал пришел, а с терроризмом бороться надо. С чеченским террористом бороться, но это просто святое дело, они считают. Поэтому, ну, сделать такой результат, поймать чеченского террориста и так далее, и так далее. Его жену и детей отправляют обратно, его оставляют для того, чтобы вот его оформить под это дело. Задумайтесь, но это похоже то, что делается в России. Вот эта палочная система. Его вызывают, он говорит, мне угроза, меня хотят убить, там, на меня там это, то, все. И он, его приглашает полиция к себе в участок, и полицейский звонит кому-то и передает ему трубку. Он берет эту трубку, и на том проводе с ним на русском языке человек начинает разговаривать. Что случилось, чем я могу помочь и так далее. На что Михаил, удивившись, спрашивает, а кто это? Он говорит, это друг, поговори с ним. И Михаил говорит, я спросил его, а кто это такой? Это, говорит, посольство России. Мы, которые считаем посольство России вражеским, немецкий полицейский, не имеющий права звонить или иметь контакты с немецким, с русским посольством, связывается и еще отдает телефон Михаилу и начинает его обрабатывать. Человек не очень образованный, и его можно, они подумали, что можно. Михаил сказал, эти люди меня хотят убить, вы о чем говорите? Ни в коем случае я не буду с ними говорить. И покидает. Дело возбуждается там и так далее. Ну, так как мы придали огласке, я писал очень много документов по этому поводу. С Берлина приехала проверка, дело полностью закрыли, Михаила от этого дела освободили. И, видимо, проверка с полицией тоже была начата. Надеюсь, виновные были наказаны. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать этим, что против нас ведется работа, конкретная работа. Например, мне приходит на телефон какое-нибудь видео. Я не успеваю открыть это видео, оно удаляется. У меня в нашей правозащитной группе есть люди, которым тоже приходят эти видео. Приходят эти видео, ты не успеваешь даже посмотреть, оно потом удалено. И, непонятно, с какого номера, незнакомый номер тебе присылает какое-то непонятное видео. Это видео также может содержать какие-нибудь там радикальные вещи. Потом, в случае какого-то подозрения, меня, например, в том, что я там занимаюсь какой-то антиконституционной террористической деятельностью, если Россия напишет это заявление, то следователь на месте тут в Германии обязан проверить. Он не может допустить, что у него был материал, что вот Арцуев Аслан подозревается там в России терроризме, там исламизме, и он это не проверит. Так как в случае, если реально окажется это правда, то потом голова этого полицейского просто слетит вместе с погонами. Поэтому он обязан просто это проверить. И на всякий случай этих людей выкидывают из своей страны. Вот каким образом ведется против нас работа. Я вот что хочу донести до людей. Если же есть такие люди, а они есть, их очень-очень мало, это практически, сегодня таких людей найти практически невозможно. А кто есть, они сейчас очень сильно шифруются, да, понимая, что по голове не погладят. Я призываю не отдавать в Россию. Если убивают там массово людей, даже если это маньяк какой-то, и там исламист, каратист, пофигист, кем бы он ни был, его нельзя отдавать. Это нарушение международной конвенции. Да, человек, представляющий угрозу для государства, даже если он имеет политическое убежище, он может быть лишен по закону, в соответствии, опять же, с Международной конвенцией о беженцах, если он представляет угрозу для государства, для конституционного строя, в частности. И это правда.
И это правильно. Государство должно защищать себя. Если не будет государство защищать себя, его никто другой не будет защищать. Но возникает вопрос, можно ли, защищая свое государство, передать человека в страну, где его неминуемо ждут пытки, унижение человеческого достоинства, вероятная смерть, незаконное уголовное преследование и так далее. Можно ли? Нельзя. Это нарушение основных принципов государства. Это нарушение основных принципов, на которых строится демократическая Германия, например, и та же Бельгия. Этого делать категорически нельзя. Но несмотря на это, для того, чтобы сбросить с себя вот этот груз, не заморачиваясь, не разбираясь, виновен этот человек, правду говорят русские или не говорят они правду. Несмотря на это, этого человека выдают. Это большая проблема. Хотел бы обратиться к чеченцам на чеченском языке. Буквально пару минут. Ночи шейдел дыш. Туам беш беша, туам ба метк боч дахкан дайцервай. Туам беш вай хюнга больш нах иш бой шхена туам ца беш хус ха дахкан кагар сатсе алпасо биха вич аш дершу. Шу со вай шадерша. Шейдел дыш ларлахаршу. Малил дахараш. И ца цадо хумш мади цараш. Вай дунянц джихад деш дайцер. Вай вешк тулам бахкуш бацу Россиец. Бахкуш боти вайн хиц охтаму гайтан. Вайн о дуньяну вацадич вай вацадич вай тулам бахкуш бац. Куз хадахкан. Шу ит биваца, шу тқабиваца. Шеш ничего дацадеш. Хави анул 300 тысячи, 1 миллион дол ночи хома, цебереш. Просто хабар даицер баня. هر زینش دورش سوی گوتا شویتیر تلوانیه شا وق چو کروچ وق تا چو کروچ نیس نوق آوشه چو قیاد دیه شوشه باش تا öz موتا باش بوسال بوشه باش سگ ویچ تا قمیل دیش تا شش هم دیگ تخلچه مدی تارش كافرش نيورني شاد نوختي مطلع الوري شاشي اولش دقة ويا غاسقش دوحال دار شو خوش الغاسقي نمت وي فرنسو شو شابش رزنه بو وش غوشانس بيش بو تسبيش بو تمش بينا بو ماشر بينا بو بيش نا بوش شاش هوليل دو قيت عارشو وي ميش قاتش قيت عارشو شون هر проблема خولي شون هر проблема خولي مسانة تناق проблем خول شش خلق دويتش تيك دادو غيتشش تيك دالوش تو России شين проблемаш دين قومان تي بيايوش توام با متك بوش دات شنوي ش توام باشاش او توام بيش خبر تسا بيش توام именно توام بردوش بيش توام بوي ترويات اتوبات وي قاعد ادات وين امريكان شي يوروبي شي غدش بيوك بيروت وام طولة بالله نيتس دوخ رازني بوين تبيك ايوخ سيري ليلخشي قيچنا ليلخشي توام بيشي هنا جخاد ديشي هر ديشي جخاد ديشو خبر تدوج بلتات تديش بينا توام اتهارشو شاي ديلي بيومردا دويغر درقسشك ماليل ديشر هم ما دقيش روت حالتي ما شاش خلق دو شي دويزلشن شي جرجلشن عن بروبليم شوش وي قيچ اغو ديش قيچ اغو شاش غاسقشن ريز داتسا شاو كرسق موي تعرش شاش ويش وي شاش غاسقي وشو شو وري داوي نجا وي مسيرا وي نجا غاسقي بو ماليل ديشرهم والله اعمى دورم تعجيم حيق الخليش تعجيم كويرتس ويليش идерқса нохчик эл. Мегарду перейдем к следующему вопросу. Так, Саламаш Думаса Аслан, на WhatsApp я сбросил инфу о демократии Бельгии. Озвучь в эфире. Так,
Это потом можно будет вот этот кусок вырезать тогда, да, для того, чтобы потом сделать из этого анонс. Дорогие друзья, инициативная группа совместно с бельгийскими правозащитными организациями проводит акцию протеста против депортации чеченских беженцев в Россию, в страну, где существует реальная опасность для их жизни и здоровья, в страну, в которой не существует понятия права человека или они полностью игнорируются, в страну, совершившую геноцид над чеченским народом. В данный момент идет подготовка депортации Албакова Ислама с Бельгии в Россию. Мы должны противостоять этой депортации. Мы призываем вас выйти на демонстрацию и потребовать остановить практику депортации в России. Помните, завтра ваш сын, отец, брат или муж может оказаться в этом самолете. Место и время проведения демонстрации. Боливар де Ватерлоу, 115 1000, Брюссель, Бельгия, в 16:00. 16:00 6 апреля 2021 года. Призываю всех поддержать данную акцию и данную инициативную группу. Так. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Так, давайте перейдем к вашим. Почитаю ваши комментарии. Аслан. Секрет Ромтер. Аслан, здравствуйте. Что думаете про Эдера Муждава? Будет ли у вас с ним эфир? Нет, не будет. Я уже говорил много раз о нем. Ничего я о нем не думаю. Я думаю, что этот человек все время находился сейчас, хоть он и такие вещи говорит, работал в этой газете «Московский комсомолец». И никогда ничего во время активной фазы геноцида чеченского народа я не слышал от него. Почему сейчас он так яро взялся? Может, крымско-татарская кровь нам заговорила? Ну, пожалуйста. Хотя я не доверяю. Фриман антипутинизм. В слове религиозный радикализм не слышится воинствующий топот дураков. Так, как-то так. Аслан, бага, джихад, дешвига на деле ничего не делает. Это пропагандоны или полезные идиоты. Но со временем люди понимают, что мы полезны для России. Так. حق والملوتيجا ميتينجا حقوق أصلا جنساري وعدي Бельгии сову рвать веса инт пока карантинный мир шелш яки проблем шу коз давар хавар организатор ИП Хамзат Туриз Хамзат ИП укшун организатор организатор ватса всегда организатор минусун цагат сует язда гурам дуэн и уват. Так, Дикика, Альберт, твоя логика сравнения как так. Деньги на танки есть, а на людей денег нет. Пурстоп это топ. Важно. Аслан, те, которые здесь на диване воюют, они есть пророссийские шакалы. Ассаламу алейкум всем, Руслан Абудов. Ва алейкум салам, Руслан. Секрет Румтер и Аслан. И мы поддерживаем Кырымлы. Совершенно верно. Кырымлы наши братья, мы их поддерживаем. В целом, как всех украинцев. Я не делю Кырымлы, украинцы, там другие национальности проживающие, русские, которые считают себя гражданами Украины. Я считаю, это одна государство, одна страна, один народ.
с разными национальностями и вероисповеданиями. Это очень, Украина очень толерантный народ, очень добродушный, добрый народ. И мы целиком и полностью их всех поддерживаем. Так, Межидов Кюра. Аслан, кремлевская политика в национальном вопросе никем не так безбожно не фальсифицируется, как их идеологами. На Западе же трактуют национальный вопрос в отрыве от общей Кремля стратегических целей. Да? Салауди Саидов. Аслан, напишите письмо Бундесмиграцион. Обязательно, обязательно. Вы тоже попробуйте кто-нибудь что-нибудь написать. Будет большая поддержка. И если нужно, я это опубликую, распространю. Так, слава Ичкерии, Украина с вами. Мозес Зу. Героям слава. Денег нет на так. Многие Алексей Николаев. Многие прозрели после 2014 года. Я лично знаю Айдера Муждабаева, очень достойный человек. Алексей Николаев, Алексей Николаев, судя по вашему нику, вы украинец Украины. В Украине, может быть, вы и не знали. И у вас есть на это скидка. Даже в России не все об этом знали. И тоже можно как-то сделать скидочку на это. Но человек, который работал в московском комсомольце, вы представляете, что сейчас, что происходит в Украине? Распятые мальчики, там, Крым, вот это референдум так называемый по Крыму там и так далее, что, например, люди, работающие в московском комсомольце сейчас, или люди, работающие на НТВ, Россия-24, они не знают этого. Все до единого, даже операторы, которые носят камеры, они прекрасно все понимают, что происходит. Понимаете? Я не верю, что журналист, который занимал там второе или третье место в этом московском комсомольце, или там был каким-то редактором, не понимал, что происходит. Вы понимаете, что в Крыму, да, сейчас идет геноцид украинского народа, в частности, крымских татар, против вас идет война, но это такой при всем том, что это все-таки геноцид, это лайтс-версия геноцида. Да, этих людей на большие сроки сажают, и это равносильно убийству именно по этническому признаку, потому что крымские татары, они сопротивляются, и другие украинцы сопротивляются. Но несмотря на это, геноцид идет. Но это лайтс-версия. Так вот, у нас не было лайтс-версии. И московский комсомолец и другие пропагандоны прекрасно знали, что там происходит. И Аркадий Бабченко, который 2 раза там воевал, прекрасно знал, что там происходит. Поэтому можно нас обмануть 1 раз, но лично меня 2 раза обмануть ни у кого не получится. По крайней мере, я постараюсь, чтобы меня не обманули. Я читал этот московский комсомолец. Я говорил об этом у себя в прошлом стриме. Каждый раз, когда я ехал на работу, новый выпуск московского комсомольца и новой газеты я всегда покупал. Перед тем, как спуститься в метро. И читал. Именно что касается Чечни. Потому что меня интересовало. Ну, не только Чечни, но всегда все слово чечен, чеченец, Чечня, это все я находил в этих газетах и перечитывал. Так вот, я не видел никакой поддержки. Но я видел разные, что вот мы террористы, мы там бандюги, там, что Россия там наводит конституционный порядок, борется с терроризмом и так далее, и так далее. Давайте представим, что кто-то из московского комсомольца не знает, что в Украине мальчика не распинали. Да, в Донбассе или Славянске его распяли, да, якобы. Давайте представим, что они не знают. Причем это будет не рядовой какой-нибудь журналюга, а это будет там редактор какой-нибудь, или замредактора, или еще кто-то, главред какой-нибудь. Поэтому, да, прозрели, и очень хорошо, если он прозрел, да,
Просто я не, это мое личное мнение. Я не доверяю этому человеку. И знаете еще, ложь это самое главное оружие вот этих фашистов. Невероятнейшая ложь, невероятнейшая. Просто вот для меня до сих пор трудно понять. И знаете, в начале, когда эта ложь, она работает, когда перед вами человек, вы привык, мы любой человек привык доверять. Вот нам что-то говорят, мы верим, почему нет? Если человек что-то говорит, это заложено человеком, Господом Богом, верить. Проходит какое-то время, вы видите, что вам лгут, и вы перестаете верить. Так вот, Советский Союз развалился, когда вот эта ложь, она так накопилась в огромном количестве, что когда было уже разрешено говорить правду, просто она не выдержала. Вот эта страна этой лжи. Вот такой объем, который сейчас льется на Украину, такой же объем лжи, только на маленькую Чечению точно так же лился. У вас есть территории, которые не оккупированы, большая часть вашей страны, конечно же, не оккупирована, но при всем при этом у вас есть средства массовой информации, у вас есть огромное количество людей, 25 лет, между прочим, было до того, как они добрались до вас. После нас, Грузия там и так далее, и так далее. Там Приднестровье было. И вот у вас есть возможность, и интернет, вот самое главное, интернет появился. Мы, простые люди, которые не являемся пропагандистами, можем доносить друг до друга свои взгляды, свое видение, социальные сети появились. У нас всего этого не было. Вот представьте, на маленькую Чечению обрушивается вот эта ложь, вот эта пропаганда, весь механизм отрабатывается на нас. Все прекрасно понимают, тот, кто занимается этим процессом. И я не верю просто. Просто у меня, я не верю. Просто имею на это основание. Что люди просто вот так меняются. Если же Айдер Муждабаев, не хотел вот так много о нем говорить, но вот так к этому пришел я к этому. Если Айдер Муждабаев искренне раскаялся, или Аркадий Бабченко искренне раскаялся, которого он называет другом, несмотря на то, что Аркадий Бабченко воевал первую войну добровольцем, призывником, вторую войну наемником. Они этих называли контрактниками. На самом деле это самые настоящие наемники, которые сейчас воюют в Сирии. То, несмотря вот на все вот это, они не дают никакой информации о тех преступлениях, которые были совершены. Почему ни Айдер Муждабаев, ни Бабченко не выдают этой информации? Если они борются не на жизнь, а на смерть против, почему не публикуется? Какой-то великий рейх, какой-то бред вообще. Поэтому та ложь, которая будет, которая вам, украинцам, да, будет преподноситься как правда, она будет, ну просто комар носу не подточишь, пока вы потом не поймете, что произошло. Это очень сложно на самом деле, очень сложно. Так. Файтер Израиль солидарен с Асланом. И я не верю. Правильно делаешь, Файтер. Так.
Так, так, так. Теперь давайте я вам расскажу, что происходит во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Из временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия мне поступает информация по поводу того, что с Ханкалы, с Шатоя, есть у нас там военные базы российские оккупационные, которые практически полностью все снялись и направились в Украину. И теперь я бы хотел поговорить по этому поводу. Я не знаю, с чем это связано, так демонстративно открывать бок свой, да, Россия не стала бы. Вот я думал над этим, почему русские забрали войска для того, чтобы напасть на Украину. И у меня вот два момента. Либо русские реально хотят напасть на Украину, либо же Украина собирается вернуть свои земли. И я надеюсь, в Крым входит в это число, потому что Донбасс, Луганск возвращать, а Крым не возвращать, это было бы неправильно. И мне кажется, вот именно для этого свозятся, вот эти войска России в границу Украины. В Украине, ну, это как моя версия. Это может быть то, что связано, Россия реально хочет пробить коридор, потому что в Крыму нет воды там, и так далее. И, ну, дураку понятно, что Россия не отстанет от Украины никогда. Никогда. Пока у нее есть силы, она будет держать и пытаться вернуть. Нет Украины, нет России. Если Украины нет в составе России, то нет России. Их великая история строится на великой истории Украины. И в любом случае им нужно, они сейчас строят там монархию, которой Путин будет, дети Путина получат эту власть дальше, все останутся вот на тех постах, на которых они есть. И вот эта ситуация, мне кажется, связана с тем, что все-таки Украина может попробовать вернуть свои земли. Из-за того, что Медведчука, вот этих пропагандистов, смотрите, как это важно, когда убрали вот этих пропагандистов, насколько важно вот убрать этих пропагандистов. Россия так завизжала, так завопила, что просто, ну, было невероятно интересно наблюдать. Вчера я 3 часа, почти 3 часа, 2 с чем-то часа смотрел вот этого Соловьева. Заставил себя смотреть, выключал, потом включал, отвлекался, ну, досмотреть. Ну, просто я так понял, что они сказали, что если Украина, они говорят, что Украина хочет напасть, и есть так напасть, освободить свой, навести конституционный порядок. Надо правильные термины использовать, а не пользоваться, конечно, российскими штампами. Украина должна восстановить свою территориальную целостность, восстановить конституционные действия Конституции на всей территории своей страны. И русские сейчас, вероятно, не хотят напасть, а хотят подвести свои войска. Именно поэтому они сняли из Чечни. Они не ввяжутся в войну. Если Украина на самом деле, вот по моему
пониманию, Украина на самом деле хочет вернуть контроль полностью над своей территорией, не задумываясь, это надо делать. Абсолютно не обращая внимания на визги вот этих чуваков. Первое, что нужно сделать, взорвать мост, который ведет между полуостровом Крымом и Россией. Это сделают и диверсанты, это сделают и самолеты НАТО, и украинские есть, слава богу. И после этого просто ввести войска и полностью зачистить эту территорию. Они все разбегутся. Никто не попрет против американцев и украинцев. Никто. Гарантия украинцам уже дана, что их поддержат американцы. А американцы поддержат. И, кстати говоря, хотелось бы сказать чеченцам. Смотрите, да, это в интересах, конечно же, США, чтобы Россия не стала сильнее там, и так далее. Но смотрите, Америка, Россия и Великобритания подписали меморандум об оказании помощи этим странам в случае нападения на них третьих стран. И забрали у них атомное оружие. И Америка выполняет свои обязательства. Тогда я просто мечтаю о том, чтобы мы, чеченцы, заключили с американцами какое-нибудь подобное соглашение, которое стопроцентно американцы будут выполнять. Это очень круто. И мы бы гарантировали бы интересы США на Кавказе, именно чеченцы. Бесспорно. И технологии, возможности, которые нам открыли бы Америки, подняли бы нашу страну, ну просто в лед просто, мы взлетели бы просто. О чем я обязательно хотел бы увидеть и буду к этому идти, да, Алмула. И вот я думаю, я убежден в том, что Россия не попрет, не войдет она. Как только она влезет в Украину, это большие потери для России. И мы, чеченцы, очень быстро наведем порядок у себя в стране. Есть еще другие моменты. Нам нужны деньги, нам нужно оружие, нам нужны люди, которые поведут нас на это дело. Но если это все начнется, и наше правительство уже должно к этому готовиться, и этот сценарий должен рассматриваться, если в Украине начинается война, мы немедленно же должны восстановить свою независимость. И я думаю, быстро эти кадыровцы все разбегутся. Ну вот такая вот ситуация в Украине. Скажите, что вы думаете по этому поводу? Это Россия хочет напасть на Украину, запугивает она под каким-то там предлогом Украину, или это Украина хочет восстановить свою территориальную целостность? Скажите, напишите, что вы по этому поводу думаете. Исаак Шмулевич, ничего не будет, русский сапог будет в Киеве, вот попомните мои слова. Но, Исаак, ты вообще, конечно, пессимист, вообще близко этого не будет. Никогда в жизни не смогут они захватить Украину, сегодняшнюю Украину, которой помогает Соединенные Штаты Америки. И весь мир, прошу заметить, и весь мир морально, политически, информационно стоит на стороне. Если эта война затянется на несколько месяцев, а бесспорно, даже исходя из тех больших территорий, которые есть в Украине, она затянется на несколько месяцев, ничего не получится у России. Ничего. Я за то, чтобы Украина немедленно просто вошла и восстановила свою территориальную целостность. Так, давайте посмотрим, что вы говорите. Так.
через Мариуполь причина вода в Крыму, говорит Заза Мачедашвили. В конце мая 100% нападет Россия через Мариуполь, причина вода в Крыму. Заза, ну есть, конечно, такие основания так считать, но я считаю немножко по-другому. Дмитро Бойченко, за вашу і нашу свободу. Як тільки Україна видаться від Рашки, Ічкерія миттєво отримає волю. Дай Бог, Дмитро. Так. Исаак Шмулевич. Аслан, духа не хватит. Я говорю вам как на духу. У кого не хватит духа? У Украины или у России не хватит? Вот у России точно не хватит духа. Даже если Украина начнет восстанавливать свою территориальную целостность, не хватит духа. Да, будут обстрелы, будут какие-то сопротивления, но все зависит от напора. Несколько дней или недель, и территориальная целостность будет просто восстановлена. Даже если это не сможет за раз делать все, можно подвинуть так, чтобы было побольше войск. Продвинуть территорию, больше можно будет захватить. Лунный свет. Был бы у нас главнокомандующий Дудаев, а не Зеленский, все было бы по-другому. А где доверия нет? Он видит мир в глазах Путина. Ну, он так говорил. Я думаю, сейчас он уже по-другому все воспринимает. Как найти? Россия хочет спровоцировать Украину, чтобы потом оправдать свою агрессию на нее. А зачем? Она же и так, в принципе, понимает. На своей территории Украина и так может. В мире Россия уже не может сказать, да, что вот Украина напала на Донбасс. Нет, Донбасс это территория Украины, она не может на нее напасть. Нет, это, мне кажется, не получится так. Иван Валерьевич, русский сапог будет бомбить Воронеж, попомните мои слова. Вот, Иван, это может произойти. Скорее всего, может произойти, они будут на себе отрываться. На себе. Но только вот этой победой Украина, во-первых, поднимет свой уровень в мире, внутри своей страны. И это уничтожит просто. Это именно то, о чем говорил Джохар Дудаев. Россия умрет, когда зайдет украинское солнце. Именно вот тогда зайдет это украинское солнце. Когда Украина сделает этот шаг. Я абсолютно убежден, что если сейчас Украина захватит свою территорию, у нее это получится. Так. Магики Канин ББК. Украинцы добрый, трудолюбивый народ, но плохие вояки. В Советском Союзе сержантский состав, это такие рабочие лошадки, на которых все тяготы войны есть, это были украинцы. И у чеченцев, которые возвращались с армии, молодые парни, 20-летние, у всех была история, как они всех строили в этой армии. И у всех, у многих я слышал от разных людей, это бывала такая история. Всех строили, все были, но был один украинец, который не получалось его построить. Вот такие украинцы. Это реально очень на нас в этом плане похожие люди. Они свободолюбивы и не подчиняются силе. Да, они добрые, и мы, чеченцы, тоже очень добрые. У нас, конечно, немножко отличается это дело, и мы в этом плане немножко не похожи. Но в упертости и в свободолюбии украинцы, да, там много есть и ватников, и разных людей есть, как и у нас, как выяснилось, есть. Поэтому
в корне просто не согласен, что украинцы плохие вояки. На постсоветском пространстве они были из больших народов, крупных национальных образований, они были самые-самые вояки. Не русские близко с ними не стоят. Ночью Аслан, их сиятельство Иван Турлов у нас уже есть, может вместо... Давайте не будем ночью. Я... Не будем об этом говорить. Я все сказал по этому поводу. Я не знаю, насколько Ихван Гириханов Турлов предан нашу делу. Говорит предан. Нет или он да или нет, я этого не знаю. Я имел в виду, когда в прошлом стриме, как может быть человек, который имеет вот это звание, выступать. Это дискредитация суда, я имел в виду. Дискредитация нашей стороны, ну, нашей позиции. Но поживем, увидим. Все узнаем, увидим. Салауди Саидов. Джахар сказал, Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Да, и мне кажется, мы подошли к этой черте, когда подошли-то мы в 2014, но вот сейчас, мне кажется, будет развязка. Серж, азербайджанцы. Так, перемотаю-ка. Путлер прощупывает Байдена параллельно, пытается нагнуть Зеленского и Медведчука. Прощупывает. Да, Вади Дорн. Это тоже, да, это как бы, ну, как бы такая имитация нападения. Это тоже может быть, конечно же. Но вот у меня возникает вопрос, почему из Ичкерии вы забрали они свои оккупационные войска? У нас там около 100 тысяч стоит. Ну, наверное, 50-80 они, наверное, оттуда сняли. По границе, на границу с Грузией оставили, сообщается. Еще некоторые места оставили. Но большой, огромный контингент под покровом ночи выезжал усиленно из нашей страны. Но вот посмотрим. Конечно, да, это может быть, конечно, такая проверка на вшивость и Байдена, и Зеленского за Медведчука. Да, это такая вероятность есть. Серж, азербайджанцы за 44 дня 250 танков и другой прикольной техники уконтрапупили. Думаю, поделились опытом. Да, абсолютно, я уверен, байрактары, которые работали на войне между Азербайджаном и Арменией, украинцы закупают. Украинцы очень хорошие мастера. Я думаю, там уже все готово. Леся Таран. Я из Украины. РФ пугает. Сами же ВСУ не готовят к захвату своих ранее оккупированных территорий. Увы. Вот как раз то, что ранее сказал Вадя Дорн, говорит Леся Таран. Ну да, эта версия, конечно же, да, имеет место быть. Мы будем отстреливать оккупантов, как бешеных собак, говорит Тетенко Тетяна. С такими женщинами, а вы говорите украинцы, если у них женщины такие, читаю их, и раз глаз радуется. Я думаю, украинцы дадут отпор как следует. Иванка Украина. Рашка зазнает больших потерь, если нападет. Но победа будет за нами, ведь мы на своей земле. Иншаллах, Иванка, иншаллах. Я не сомневаюсь, что вы победите. Вообще ни один день никогда не сомневался. Александр Ковальчук. Слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, Александр. Так, я перемотаю, друзья, так как я уже ушел тут. Так, Джахар Дудаев, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Джахар, Машуоваль. Файтер Израиль. Украинцы, как и чеченцы, потомственные воины. Ребята, кто сомневается в способности воевать украинцев, вы историю плохо знаете. Согласен, Файтер. И как выясняется, Израиль тоже, евреи тоже хорошие воины. Аслан Керимов. Украинцам стыдно из армии рядовым должно быть хотя бы ефрейтора. Украинцам стыдно из армии рядовым
должен хотя бы ефрейтора. Еще не понял. Иса Мидай, Аслан, не обманывай себя. Россия и так захватила 30% территории Украины. У Украины нет духа воевать. Мой родственник погиб за Украину. Иса Мунай. Украинцы только могут орать слава Украине. Но я с тобой здесь, Иса, не согласен полностью. Во-первых, Украина большая страна. Там ведется большая пропаганда. Велась. Украинцы очень доверчиво соглашались. У них СБУ, президент, все, кто только возможно, были прорусские и русские агенты. И в этот момент, называя вас братьями, там, кондратами там, и так далее, когда у вас бардак в стране, когда вы смещаете президента нового, там, пытаетесь себе избрать, в этот момент ваш брат на вас нападает. А что делать? И не 30% Украины оккупировано, там намного меньше. И Донецк и Луганск это не весь Луганская и Донецкая область. Только часть Луганской, только часть Донецкой. Да, Крым весь полуостров оккупирован. Поэтому справедливости ради скажу, что чеченцы тоже не все воевали. Далеко не все. И сейчас продолжают, несмотря на то, что над нами избывается, даже не кричать «Слава Ичкерии». Просто вот эти слова даже не говорят. Поэтому у нас не так много возможностей кому-то вот укор делать такими вещами. Украина при поддержке США восстановит свою территорию, нет никаких сомнений. Сам Секинг. Я тоже так думаю сам. Так. Али Хер. Русские вояки, где им нет сопротивления. Да, там они орлы, конечно. Дикий гай. Гражданин мира Ичкерия, светское государство, где религия, ислам и права для использования любых религий для всех граждан. Да. Камук. Умук. Кумук. Желаю победы Украины. Слава Украине. Говорит Аслан Керимов. Героям слава. Так, дикие. Хотите верьте, хотите нет, я слышал это в 2007 году. Что? Ау ночи белише бог швех цаулия хил дот дитич цу эльхумду гаскш соберут огромную армию в Северном Кавказе и начнут войну возле Черного моря. Далее двинут на Каспий море и так далее. И на границе с Турцией сразятся с турками. Турки победят. Гаски вернутся на Северный Кавказ, но тогда восстанут. Ночи сразятся с оккупантами и победят. Гаски навсегда покинут Кавказ. И помните, было такое, эти предсказания, конечно, они очень сомнительные некоторые. Но если вы помните, было такое время, что до рассвета вот эти будет война, тяжелая война там и так далее, мы потеряем много наших людей, и потом будет до рассвета, что ли, они все уберутся, и вот приблизительно то же самое сейчас происходит, господа. Иншаллах, дал мула, мубара, муждат, батила, даря. Дал мула. Ой, Сандина, и на нашей улице этот КамАЗ с пряниками должен перевернуться. Так что Dadı duşun, dadı duşun. İç çödelç, dadı ткъшодельч, dadı dушun. Тогда войса тюск дихди. И даться дала, что бы ни произошло, как бы ни произошло, никогда мы не будем россиянами. Никогда. Навеки вечная, суверенная, независимая Чеченская республика Ичкерия существует. Да, оккупирована. Да, людей в тюрьму сажают на 10 лет, на 20 лет. Дело не в том, что ты в тюрьме. Дело в том, что ощущаешь ли ты себя в тюрьме, или ты свободный человек.
Дал мула, сатюсхой, вежери. Дал мула как найти, дал мула. Салауди Саида, если РФ пойдет на Украину и США не впрягутся за Украину, США потеряют свое влияние в мире. Конечно, США перестанет быть той страной, которой она является. И я вообще нисколько не сомневаюсь, что США поддержит. Ни в коем случае. Так что вот так вот. Хамзат Ибай, не знаю, отучил ли ты, Аслан, о митинге, озвучил Бельгии инфо у тебя на WhatsApp, на всякий случай продублирую. Да, Хамзат, я это уже процитировал, я уже зачитал. Жахардуда, Иса Мидаев, кем именно ты приходишься из Симунео? Ты сам-то кто дух и где проявил? И какое ты имеешь отношение к Исе, и какое имеешь право прикрываться именем Исимунео? Он, Жагар, давайте без ругани. Он сказал свое мнение, я сказал свое мнение. А, ты уже наезжаешь. Не давайте без ругани. Почему? У Исы много родственников, и он сказал свое мнение, что вот он считает, что украинцы не будут. Но у нас некоторые чеченцы разозлены на Украину. В первую очередь, наверное, потому что Украина и выдавала нас, когда у нас был геноцид и так далее, и не помогала нам. И второе, когда вот сейчас там, ведет себя, там, выдала одного там нашего человека и так далее, хотя украинцы вышли и чуть ли не разнесли эту генеральную прокуратуру чертовой бабушки. И некоторые, ну, как бы есть, ну, это мнение всего лишь. У меня абсолютно другое мнение по этому поводу. Я вижу у тебя тоже, Ардуда, другое мнение. Поэтому не ругайтесь только. Братцы, не ругаемся. Наоборот, красиво все. Межидов Кюра, Аслан, золотые слова. Баркал Кюра. Аслан, давай сконцентрируемся на Южном Судане. Там до Эфиопии рукой подать. Батила, батила. Так, Маждада, ты удари, как обычно. Ричард Лев, Аслан, у правительства Чили могут быть гостайна, которую ее представители не могут сегодня разглашать. И как ты думаешь, у Чили работает разведка? Могут быть гостайны, поэтому я просто говорил свое мнение по этому поводу, потому что, ну, в таком случае, например, если мы берем вот назначение Ихвана Гериханова на эту должность, то правительству, там, Ахмеду Закаеву было бы правильно просто сказать, что это наш человек был, он внедрен был, там, занимался этой деятельностью и так далее. Потому что мы, люди, которые граждане Чеченской Республики, имеем на это право. Мы имеем право услышать это мнение, потому что уже Ихван Гериханов, если он был агентом, внедренным в российские там, в эти структуры, он уже себя как бы рассекретил, уже он за Ичкерию, уже давно он и так далее. Поэтому, конечно, могут, они должны быть у любого государства, и у любого человека они должны быть, эти тайны, они есть, да, как говорил Джахар, и некоторые вещи можно говорить все, некоторые часть, некоторые вообще нельзя говорить, никогда и никому. Информация это такая вещь, которую очень надо аккуратно с ней относиться, пользоваться. В этом я... Но вот здесь, в этом случае, как-то, я думаю, если есть, надо сказать, да, потому что это же не правительственный суд, это суд всего нашего народа. Мы все хотим, чтобы было там ну, предельно все прозрачно и ясно. Завтра, когда начнется суд, и на этом суде скажут, что извините, но ваш представитель там является князем, там еще как-то и так далее. Ну, не знаю, я сказал, что я сказал, и я считаю, что было бы хорошо, если бы нам объяснили, потому что от нашего имени это все делается.
Исаак Шмулевич, мой дед говорил, что из-за горы Грузия будут люди прыгать на горы зеленых Тюбетейка, и Чечения будет другой. Это было 25 лет назад. Да, мула. Пусть это предсказание исполнится. Тетянка, Тетяна. Дай бог, Тетянка, дай бог. Так, я опять перемотаю. Фриман антипутинист. Так всегда было. После всякой войны оккупанты бросали и предавали тех, кто помог добыть им победу, предавая свой народ, что скорее будет и с чеченскими предателями. Да, без сомнения, да, мула. Так, ну что, независимая, суверенная, навеки вечная Чеченская Республика Ичкерия, и она не подлежит обсуждению, тем более с российским руководством. Джохар Дудая, Нисбо. Да, точно ты процитировал. Джохар Дудаев, это уже мой модератор, напоминает, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Реалити. Господа хорошие. Аслан Лорс, Машуаль Аслан. Дай Аллах Украине победу над фашистской Россией. Амин. Амин. Я Аллах. Помоги Украине. Помоги. Верить в предсказания — это ширк, дорогие, Юлия. Юлечка, а твое имя, оно не ширк? Говорят, в заводском ОВД Джохара московские ФСБ выпустили арестованных людей по мелочам, за покупку водки и так далее. И говорят, арестовывают ментов за беспредел. Кто знает об этом? Да, такая информация сейчас по WhatsApp гуляет. В заводском районе приехали, ФСБ это или нет, я не знаю, приехали люди. Это может быть УСБ, или как это называется, служба собственной безопасности, управление собственной безопасности. Они могут приехать, да, проверить, потому что, ну, реально такое происходит. Задерживают там пьяных, не за рулем причем, задерживают там каких-нибудь там других людей, их, ну, хорошо там, да, на основании зависли мы, да? Зависли, нет? Зависли. Если задерживают кого-то, да, например, если кого-то задерживают, ну, должно же это в рамках какого-то закона должно быть. Ну, допустим, у нас там нежелательно, чтобы пили. Хорошо, да, мы мусульмане, нам это нельзя там и так далее. Но тогда к ним принимать меры какие надо? Чтобы мусор заводского это района или другого, российский мусор, чеченоговорящий, или кто бы он там не был, себе карман набил от там этого бедолаги, который там выпил или там употребил что-то. Нет, так нельзя делать. Это просто зарабатывание денег на людях. Да? Это преступление самое настоящее. И такие преступления ни в коем случае нельзя допускать. Так, Анатолий Никитин. Арцуев, почему европейские страны не признают геноцид, который устроила Россия над чеченцами? Анатолий Никитин. Это хороший вопрос, и мы занимаемся этим вопросом. Очень мало мы этим занимаемся. Если мы так же, как воевали, занимались бы этим вопросом, мы бы давно добились бы этого результата. Но по какой-то причине, мне очень трудно понять, чеченцы, когда отправляли 1000 наших воинов на войну, 10 парней и 10 девушек, если бы они отправили бы учиться юриспруденции сюда, в Европу, у нас была бы другая ситуация. Профессиональных юристов, которые на этой дорожной стезе готовы трудиться, мы бы всю ситуацию изменили. Но и сейчас бы изменили. Тогда бы ее было трудно изменить, потому что весь мир нас оставил один на один. Мы опять зависли, да? Так, сейчас мы тогда переключимся.
Так, вернулся я. Так, я вернулся, скажите. Скажите, зависаем мы или нет? По-моему, зависаем. Эфир лагает. Мы защищаемся. Да, так, вернулся, по-моему. Так, пока мы роем колодцы, Рашка Тудей работает. Батила, батила. Сейчас ночью украинцы, стоя на коленях, отдают почесть своим погибшим героям, а русских погибших называют груз-200, хоронят с номерками на безымянных погостах. Более того, ночью я тебе скажу, что они сжигают вот специально. Знаете, сколько у нас несколько десятков тысяч без вести пропавших? Не десятки, тысячи, по-моему, там, не знаю сейчас точную цифру. И эти люди здесь специальные. Это все сделано, подготовлено на чеченцах, все это испытано. Есть такие передвижные вот эти крематории. Они сжигают своих людей, они сжигают мирных граждан, они сжигают также все дело в Чечне. И прикрытием, сокрытием всех этих преступлений занималась МЧС. Вот долголетие, политическое долголетие Сергея Шойгу. Так, Дикий Кэт. Цель США и ЕС это не война с Россией, а ее уничтожение изнутри. В физике есть такой термин. Имплозия, взрыв изнутри. Россия есть, была и будет сырьевым придатком. Вольф Дерекриль, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ган Шрёдер не признают геноцид, потому что деньги с Русни идут. Как бабки закончатся, они все признают и начнут винить Русню из русских. Признают, Ган Шрёдер. Валла Биллах признают. Валла Биллахи признают. Дал Муклам признают. Но надо работать. Само собой ничего не произойдет. Само собой ничего не произойдет. Так, у меня почему-то изображение испортилось. Так. Испортилось. Да? С чем это связано? Ах, со. Скажите, как у вас изображение? Нормально? Так. Так. Что у тебя с интернетом? Эфир постоянно зависает. Да, давно не было такого, и вот началось. Шалом Шмулевич. Кстати говоря, вот по поводу вот, звук идет прекрасно. Говорит, а не рок, отлично, норм, 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 все отлично. Знаете, вот вместо того, чтобы ехать в Африку копать, собирать деньги, копать колодцы в Африке, надо собирать деньги, чтобы копали колодцы в Крыму. Как раз вода им нужна. Можно так прокопать, чтобы до Африки можно было докопать. Так, отлично, Джахар Дудаев. Видно, я слышу хорошо, все отлично. Исаак Шмуль, когда ты снял очки, я только заметил, что ты в очках. Да, это у меня такие секретные очки. Никогда такого не было, вот опять. Так. Европа не признает геноцид чеченцев, чеченского народа, потому что у нас выслали по требованию союзников
конкретно Англии, и Англия несет ответственность за нашу депортацию. Абдул-Рашид Батукаев. Ну, это вообще... Где ты такое слышал, Абдул-Рашид Батукаев, что нас выслали по требованию союзников, конкретно Англии? Нет, ты глубоко ошибаешься. Еще как. Никого. Берия тогда сказал, когда ему начали говорить, он сказал, высылка, переселение народов СССР, внутреннее дело СССР. Сугубо внутреннее дело. Поэтому не надо переводить стрелки. Никакая Англия, никто у нас не является врагом. У всех стран есть свои национальные интересы. И то, что там Америка и Англия не присылают нам войска, чтобы нас освободили, пока мы будем там нам этим, как его, маслом намазывать бороду, чтобы она блестела, там делать гелем укладки и так далее. Пока мы этим будем заниматься, они не приедут освободить нашу страну. Поэтому это все не так. Каждый занимается у каждой страны есть свои интересы, национальный интерес. И так было, так есть и так будет до конца существования мира. Но сейчас в современном мире люди просто учитывают, государство начинает учитывать интересы других и как-то без войн решать проблемы. Но это не касается России. Россия отстала, как обычно, на 200 лет. Поэтому никто не говорил нас выселять. И вся эта пропаганда, которая ведется русскими, что там евреи во всем виноваты, американцы во всем виноваты, англичане еще виноваты, это все ерунда. И что христиане на нас напали и так далее. Нет. На нас напала только лишь имперская фашистская Россия. Нас выселяла имперская фашистская Россия. Да, тогда она называлась советской. До этого они нас убивали 25 лет и еще около 100 лет вообще в общей сложности была до этого война, а в общей сложности 400 лет эта война. Мы воюем против имперской России. И слава Богу, мы не ассимилировались, мы не сдались, как многие народы на территории Советской или Российской империи. И не сдадимся, уже видно, что не сдадимся. Поэтому не надо распыляться и притягивать за уши врагов, которые нам врагами не являются. Нет. Они не только не являются, они наши союзники, они наши помощники. Если мы сумеем сделать из них помощников и союзников. А если же мы, конечно, будем говорить, ты грязный кафир, ты грязный там мафир там, или кефир, конечно, в таком случае они скажут, идете вы к черту, прошу прощения. И я бы сказал бы, и ты бы сказал, и мы все так сказали бы. Потому что, какой нам смысл, если нас обижают и оскорбляют, еще им помогать? Нет. Так. Салам Маршал, Аслан ваш Айронмен. Маршал Хильс Айронмен. Машоль, куда пропал? Почему тебя не было? Так, американские войска в Европе привели к боевой готовности в Польше и Балтии. До конца АПР начала мая готовится серьезное учение НАТО на 31-32 тысяч военных вокруг Калининграда и Крыма. Отлично просто, отлично. У нас тут с Германии отправился самолет или два больших самолета отправлены к вам в Украину или не к вам, в Украину отправлены. Это я тоже сегодня слышал. Англия выдала кубанских казаков вместе с семьями. Так. Ассаламу алейкум, Асан. Законя армии создавайте, еще его в Европе. Кигер Герз Ющ свой почалкан.
Хэгер Герш Üç Вайпачалха. Законно создавать Ишива в Европе. Дерец, валейкум ассалам, цварты дерец. Нам никто не даст, никакую армию, ничего создавать силовое. Только мирно, только так мы можем. Только когда мы имеем свою территорию на своей юрисдикции, вот если с нами, если нас посчитают адекватными, договороспособными, предсказуемыми, понятными, вот тогда нам продадут даже. Продадут, не подарят, не обеспечат, продадут оружие. Особенно какое-нибудь там высокотехнологичное оружие. Да? Поэтому это очень сложно. Например, я мечтаю о том, чтобы мы вошли в НАТО, чтобы мы заключили с американцами союз. И знаете, заканчивая свой эфир, да, хотел бы сказать очень важный тезис, который хорошо было бы, если услышали бы. На территории Кавказа, вообще испокон веков, всегда говорили, если хочешь узнать, что творится на Кавказе, посмотри, что творится в Чечении. И если в Чечении спокойно, значит Кавказ не воюет, все спокойно. Если на Кавказе война, то значит первый, там, кто там это все делает, несет это бремя этой войны, это чеченцы. Это нисколько не умиляю наших братьев, соседей, и грузинов, и остальных, которые там с нами живут. И мы кавказская нация, и мы должны всегда друг другу помогать, выручать и так далее, и так далее. Но это отдельная история. И я хотел бы, чтобы мы заключили с американцами союзный договор, вошли в НАТО. На территории нашей страны стояла база НАТО. Кто там служить будет? Чеченцы, американцы, грузины там, и так далее. Если Грузия войдет, или украинцы, если войдут. Не столь важно. Соблюдение всех норм, правил, как положено. Это дало бы нам время восстановиться, получить образование. Сейчас мы видим, что наш народ находится в тяжелом положении. Ну, сами все знаете прекрасно. И моя цель, и мое желание, к которому я буду прилагать максимальные усилия, чтобы мы вошли в НАТО и заключили союзный договор с США. И я думаю, мы можем гарантировать интересы США на Кавказе. И мы самые лучшие были бы друзья для американцев, которыми мы предлагали быть России, русским. Об этом говорил Джохар. Но русские так не могут сделать. А вот американцы, с которыми между нами нет рек крови, я думаю, мы бы были бы очень надежными и верными своему слову, своему договору партнерами. И я бы хотел бы, чтобы именно так мы двигались. Чтобы мы вошли в НАТО, чтобы мы вошли максимально в Европу, имели паспорта, с которыми мы могли бы путешествовать, как тот же Израиль, например, израильские паспорта, по Европе и миру, или возьмем грузин, которые не входят в НАТО, не входят в Европу, но у них есть безвизовый режим с Европой и наши соседи. То, что сделали грузины, вот это такая программа минимум. Несмотря на какие-то преграды, препоны, которые ставятся грузинам, они это смогли. И этот программ минимум нам нужно тоже заиметь, и обязательно она у нас будет. Я буду прилагать к этому максимальное усилие. Поэтому, Господи, благослови Америку, Господи, благослови Ичкерию, и Господи, благослови Украину. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум, спокойной ночи, адикюэль маш оэль. Всего самого хорошего, друзья. До свидания.